Здравствуйте! В государстве Алания 18 часов и в прямом эфире информационный выпуск сегодня. С вами Ирина Кусраева и вот главная тема дня. Парламентом объявлена дата президентских выборов. Они пройдут 10 апреля этого года. В преддверии главного политического события года никакие процессы не должны повлиять на работу исполнительной власти, заявил президент на заседании правительства. Геноцид астинского народа 1920 года. Состоялась премьера спектакля «Последний свидетель». Состоялось очередное заседание правительства. Вначале президент обратился к присутствующим. Он подчеркнул, что начался предвыборный год и что никакие политические процессы не должны влиять на вектор работы министерств и ведомств. Далее Кабмин заслушал проект закона об органе принудительного исполнения Республики Южная Осетия и обсудил выделение денежных средств на выплаты медикам красной зоны. Глава государства, открывая заседание, отметил, что текущий год знаменует президентские выборы. Фактически предвыборная кампания уже началась. Однако это не должно быть поводом снижения темпов работ, отметил президент. У нас много работы. У нас много планов на будущее. И эти планы нам вместе выполнять. Выборы – это политическое действие. А у нас с вами, дорогие коллеги, работы непочатый край. Ведь все политические ситуации напрямую связаны с хозяйственной работой. Глава государства также высказался о части депутатского корпуса, инициировавшей импичмент. Группа депутатов были инициаторами. Они прекрасно понимали, что, во-первых, механизма нет. Первое, нет механизма. Они это прекрасно знали. Во-вторых, фактически через 2 месяца у нас выборы. О каком отрешении может идти речь? В-третьих, а отрешение за что? За какие действия? За то, что мы поднимаем заработные платы? За то, что мы поднимаем детские пособия? За то, что мы поднимаем пенсии? За то, что мы поднимаем пособия по инвалидности? За то, что инвестиционная программа в течение всего этого периода выполнение 95%, 90% и выше в любом случае. А в этом году вообще 99% выполнения инвестиционной программы. 14 депутатов, даже не то что кворума, меньше половины депутатов решают отдельно и голосуют, то есть театрализованное действие. Голосуют за отрешение. И многие не понимают, что речь не идет о личности Бибилова. Никто из них ни на секунду не задумался об имидже государства. Глава государства считает подобные выходки попытками создать напряженность в обществе в преддверии главного политического события года. Это все направлено для того, чтобы создать напряженность в обществе. Создать напряженность. Другой цели нет. Достаточно много сделали, я говорю про исполнительную власть, достаточно много сделали для того, чтобы прямо смотреть в глаза любому человеку. Прямо смотреть в глаза. Мы поработали честно, мы поработали на совесть. И работаем на совесть, и работаем честно. И никакие политические моменты, они не должны в какой-то степени менять вектор нашей работы, снижать ответственность за нашу работу. У нас целая программа развития экономического нашего государства. Сколько работы проделано, чтобы мы эту программу согласовали, мы эту программу разработали. Ведь это именно развитие государства. Ведь это именно развитие общества. Развитие предпринимательства.
начиная от субсидий и заканчивая помощью фактически каждому предпринимателю. Также президент в очередной раз прокомментировал высказывания части депутатов о проблеме населенного пункта Виста. Да еще раз сказал, соберите комиссию, направляем письма, обращаемся устно. Только не работа комиссии. Кричать в парламенте, собирать там людей. Послушайте, есть же простые нормы. Нормы простые, которые абсолютно понятны, открыты. Есть комиссия, которая должна поработать, и результат этой работы вынести на суд парламента, на суд общества и так далее, и так далее. Этого не хотят делать. Нарисовали карту на Google Map. Ребята, ну кто рисует границу на интернет-карте? Кто рисует? Как это возможно вообще? И вводят народ в заблуждение. Мы отдали земли. Вопрос, какие земли? Соберите комиссию, и я вам покажу, что такое карта, как проходит эта граница по декрету номер 2, которым мы апеллируем, или они апеллируют. Если декрет имеет юридическую силу, то и те границы, которые есть, и они имеют юридическую силу. И то, что там написано, что Юго-Осетия в составе Грузии, тогда это тоже имеет юридическую силу. Мы с этим не согласны. Мы не согласны, сейчас повторяю, по границам этого декрета, которым они машут. Действительно, на самом деле те населенные пункты, которые я обозначил, они действительно по их карте не относятся к Южной Осетии. Нет, переиначили мои слова. Анатолий Ильич сказал, что эти населенные пункты относятся к Грузии. Да нет, это не я сказал. Это вы говорите по той карте и по тем границам, которые проводите вы по этому декрету. Еще раз подчеркиваю, ни как президент, ни как человек, ни как осетин, я с этим не согласен. Министр юстиции Залина Лалиева представила проекты законов об органе принудительного исполнения и о службе в органе принудительного исполнения Республики Южная Осетия. На службу судебных приставов Министерства юстиции законодательством Республики Южная Осетия возложены задачи и функции по защите прав и законных интересов граждан республики, иностранных граждан и лиц без гражданства, а также прав и законных интересов организаций. Должностные лица службы судебных приставов осуществляют государственно-властные полномочия, в том числе свойственные правоохранительным органам. Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов обеспечивают безопасность судей и иных участников судебного процесса. Вышеперечисленные полномочия службы судебных приставов не являются исчерпывающими, и по своей сути многое из них является функциями, свойственными правоохранительным органам. И в этой связи нами разработан сегодняшний законопроект. Он по своей сути напоминает закон о службе, о государственной гражданской службе. Также расписан в законопроекте поступление гражданина в службу судебных приставов, определяется его квалификация, присваивается звание и поступает на службу, проходит ее, и потом уже заканчивая его пенсионным обеспечением и окончанием службы. Что касается проекта закона об органе принудительного исполнения, то это новый проект закона представлен в новой редакции, и основанием послужил проект, который я докладывала ранее, о службе в органах принудительного исполнения.
Они у нас идут в Кубе. В результате, если будет принят и этот закон, необходимо внести и в новой редакции представить закон об органе принудительного исполнения. Так как он требовал большого количества изменений, то мы в него внесли, не внесение изменений, мы его представляем, а представляем его просто в новой редакции. Также на одобрение Кабинета министров был вынесен вопрос продления срока пребывания в республике представительства миссии Международного комитета Красного Креста. Деятельность организации продлена до конца текущего года. Кабмин также рассмотрел вопрос выделения денежных средств из резервного фонда правительства республики. Так, медработники красной зоны получат выплаты за декабрь 2021 года. Сложно было изыскать финансовые средства в прошлом году для того, чтобы выплатить те выплаты, которые действительно заслужили наши медики. У нас была определенная задолженность, и нам все-таки удалось найти возможность для того, чтобы не подвести наших медиков. Я на самом деле еще раз хочу огромное спасибо сказать от всех нас, от всего правительства, от всех жителей действительно Южной Осетии, за ту работу, которую вы проводите. Именно медики в красной зоне. Конечно, все медики, без сомнения, но в данном случае в борьбе с ковидом это приобретает такой характер абсолютной преданности своему делу. И я еще раз хочу высказать огромное спасибо всем тем, которые встали на защиту населения перед этим вызовом. И никогда не устану повторять слова благодарности. Поэтому финансовые средства, которые сейчас выделяются, они выделяются за декабрь месяц. Но я бы очень просил, Суслан Нутарович, чтобы не затягивали с выплатами за январь месяц. За январь месяц. И очень рассчитываю, что в начале февраля наши медики получат за январь месяц свои финансовые средства, свои выплаты. Правительством также будут выделены финансовые средства 3 жителям Дзауского района, имущество которых в разное время было утеряно во время пожара. 3 проекта распоряжения правительства Республики Южная Осетия о выделении денежных средств из резервного фонда правительства, подготовлены в целях оказания материальной помощи жителям Дзауского района, Кутаеву Славику Вячеславовичу, Дживоеву Гураму Васильевичу и Бегизовой Тане Эльбрусовне, имущество которых пострадало во время пожара в разное время. Всем этим пострадавшим будет выплачено по 100 тысяч рублей, И нельзя сказать, что этим мы полностью покроем те убытки, которые эти люди понесли, но в любом случае правительство в стороне от проблем тех людей, которые нуждаются в помощи, не осталось. Глава государства еще раз напомнил членам Кабмина обратить внимание на работу в ведомствах, подчеркнув, что предвыборная кампания не должна отражаться на работе. Эльвира Тибилова, Рауль Кочев, Тамерлан Кусраев, Зарим Арсоева. Информационный выпуск сегодня. Дата выборов президента оглашена. ЦИК готов приступить к исполнению своих прямых обязанностей. Постановление о проведении выборов было принято на сегодняшней сессии. Согласно поправкам в закон о выборах 2016 года, голосование проводится во 2-е воскресенье месяца, в котором ранее проходили выборы. Таким образом, и была назначена дата 10 апреля 2022 года. Парламент Южной Осетии официально объявил дату проведения очередных президентских выборов. Они пройдут 10 апреля. Решение принято на сессии парламента. Постановление парламента Республики Южная Осетия о назначении выборов президента Республики Южная Осетия. В соответствии с пунктом 10 статьи 61 Конституции, основной закон Республики Южная Осетия, парламент Республики Южная Осетия постановляет: первое. Выборы президента Республики Южная Осетия назначены 10 апреля 2022 года. Второе. Данное постановление опубликовать в средствах массовой информации. Третье. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель парламента Республики Южная Осетия Алан Сергеевич Тактаев. По закону о выборах президента день голосования назначается на второе воскресенье того месяца, когда проходили выборы 5 лет назад. Сегодня на сессии парламентариями было принято постановление о назначении дня голосования. Кроме того, депутаты решили пригласить на следующую сессию членов Центральной избирательной комиссии. Петр Гасиев отметил, что предвыборную кампанию необходимо проводить в законном русле. С вашего позволения, от вашего имени тоже, уважаемые коллеги, и пожелать всем будущим кандидатам на пост президента Республики Южная Осетия проводить свою предвыборную кампанию так, чтобы нам не было стыдно потом всем за ту грязь, которая обычно выливается на просторы сети интернет. Vegyegen moch inne odaimekteid, põnder nišeme kišenkene, märmeste hevme nähdatel kohtui gdau. Gdauham kosu me der vzektem termostel rokenjin. Me še gdau morohkene. Me kudem belohte ošuburte oševet. Народ должен сделать правильный выбор и проголосовать за кандидата, который будет работать во благо народа, отметил председатель парламента Алан Тактаев. Мы все знаем, что любая предвыборная кампания в Южной Осетии проходит бурно, можно так сказать, проходит именно на уровне высокой политизированности, высокой активности. Я бы пожелал, чтобы нынешняя предвыборная кампания прошла в рамках закона, в рамках Конституции, в рамках тех законов, на которые опирается наше законодательство по выборам президента Республики Южная Осетия. А народу Южной Осетии я пожелал избрать для себя на следующие 5 лет президентом, главой Республики Южная Осетия человека, который и дальше будет двигать Республику Южная Осетия в нужном направлении, в максимальном сближении с нашим стратегическим партнером Российской Федерацией и на благо своего народа. Пожелать всем кандидатам честной, открытой предвыборной борьбы, и пусть выбор народа будет только в хорошую сторону. До президентских выборов осталось немногим более 2 месяцев. Но несмотря на это, 19 января часть оппозиционно настроенных депутатов инициировала вынесение на сессию вопроса об отрешении от должности президента Южной Осетии Анатолия Бибилова. Тогда фракции «Единая Осетия» и «Единство народа» покинули зал заседаний, а коммунистическая партия и вовсе не участвовала в работе сессии. Стелла Бязарова, Регина Черткоева, Сармат Гузитаев. Информационный выпуск сегодня. С сегодняшнего дня в связи с ростом заболеваемости коронавирусом и гриппом на карантин закрываются Цхинвальская школа-интернат, 11-я школа и 4 районные школы. По этой же причине увеличилось число закрывших групп в дошкольно-образовательных учреждениях республики. В связи с ростом заболеваемости на карантин снова закрываются отдельные группы в детских садах. Ограничительные меры вводятся не только из-за выявленных случаев заболеваний COVID-19, но и из-за увеличения числа заболеваний ОРВИ. Приказ о приостановлении деятельности в городских детских садах распространяется на отдельные группы. В дошкольных учреждениях частично закрыты группы. В 4-м дошкольном учреждении 2 старшие группы с 19 января по 2 февраля, в 10-м садике 2-я ясельная группа, средняя группа и подготовительные группы закрыты, в 11-м дошкольном учреждении младшая группа, в 20-м дошкольном учреждении 2-я ясельная группа, в ДОУ номер 18 средняя группа. Заболеваемость выросла за последнюю неделю. До Нового года после введенных частичных карантинных мер наблюдался значительный спад заболеваемости, но после выхода зимних каникул ситуация ухудшилась. Ежедневно санитарная служба ведет учет заболевших в дошкольных образовательных учреждениях. Как только количество больных превышает эпидпорог, выносится решение о точечном закрытии групп.
групп. Детский сад «Малусок» пока функционирует в обычном режиме. По распорядку дня у младшей группы урок умелых ручек. По словам заведующей, работают все группы, но в каждой есть по несколько отсутствующих детей. У нас нормальное посещение. При обычном посещении 80-85 детей. У нас вчера тоже было 70 детей. Сегодня чуть меньше, правда, но все равно нормальное количество детей. У вас функционируют все группы? Все группы у нас функционируют. В каких-то группах побольше, в каких-то поменьше, но среднее количество детей поддерживается. Мы каждое утро обзваниваем родителей отсутствующих детей, проводим мониторинг вот всего этого. На 145 детей у нас всего 19 заболевших. И все они с респираторными заболеваниями. Это, я так думаю, что не очень большое количество. Рекомендации общие для всех. Не приводить детей даже с первичными признаками болезни и соблюдать масочный режим в общественных местах. Яна Плиева, Азамат Кудзе, Валим Бетеев. Информационный выпуск сегодня. В Цхинвале с успехом прошла премьера спектакля «Последний свидетель». Тяжелая, но сильная и масштабная постановка не оставила равнодушных. Зрителям показали бесчинство грузинских карателей в период геноцида остинского народа в 1920 году и мужество участников национально-освободительного движения. В числе зрителей президент Анатолий Бибилов и председатель Северостинского парламента Алексей Мачнев. Почти 2 года колоссальной работы, и вот долгожданная премьера «Последний свидетель» собрал полный зал Государственного драматического театра. События столетней давности, геноцид остинского народа по пьесе Алана Устаева вызвал огромный интерес. Начало спектакля перенесло зрителей в 2008 год. Тогдашний президент Российской Федерации Дмитрий Медведев объявляет о признании независимости Южной Осетии. Зарах, свидетель событий геноцида остинского народа в 20-х годах прошлого столетия, не сдерживает слез. Он вспоминает, через какие страдания пришлось пройти осетинам, чтобы наконец обрести свободу. Воспоминания переносят его на много лет назад. Бесчинство грузинских карателей, насилие и жестокость по отношению к осетинам. В спектакле ярко представлены образы лидеров национально-освободительного движения Матеса Накоева, Рутена Гаглоева, Арсена Дзотцева, Митта Хасиева и других. В постановке ярко отражены реальные события тех времен. Жестокие сцены, расстрел 13 коммунаров, усиление приз. Тяжелый, но вместе с тем сильный спектакль. Преступники и жертвы снова встретились спустя 100 лет. В этом эпизоде ни один зритель не смог сдержать слез. Образы главных карателей осетин Валико Джугели и Георгий Квинитадзе блестяще сыграли Суслан Бибилов и Дмитрий Парастаев. Еще один палач, грузинский священник Алексей Кванчахадзе. Его сыграл Андрей Тедеев. В спектакле были показаны сцены, где каратели обсуждают план уничтожения осетин и как Джугели описывает в своем дневнике происходящие в Южной Осетии события. Впоследствии этот дневник стал доказательством геноцида. Ослепительная игра актеров сопровождалась спецэффектами, придавшей спектаклю особый драматизм. В последнем акте перед зрителями предстали спасенные дети, в их числе маленький Зарах. Занавес, шквал аплодисментов. Премьеру спектакля посетили президент Анатолий Бибилов, посол Российской Федерации в Южной Осетии Марат Кулахметов и председатель парламента Северной Осетии Алексей Мачнев. بار کرجی مخل کنم ودونن نای بار کرجی دلم کنم ودونن نای بار کرجی لطف کلم اما ودونن وش آدمن نای بار
դիխտեքենն, ոյտը խեյմը, հեուշը պայթորդը, սաշարդ ռոտ դույնը սումբունը, ռասուխ սումբունը. Марат Кулахметов и Алексей Мачнев поздравил коллектив театра и зрителей с долгожданной премьерой. Результат долгой, кропотливой, внутренней борьбы, работы режиссеров и тех, кто создавал этот спектакль. Только они знают, через что они прошли. Великолепное действие, которое мы все увидели. Было прекрасно, было очень хорошо, но было и тяжело. Зрители в фойе театра еще долго обсуждали главную премьеру сезона. Сами актеры также не сдерживали эмоций. Артист Северостинского театра Лазарь Качмазов подчеркнул, что играть на сцене Югостинского театра по-особенному волнительно. Это действительно большая радость встретиться снова. Фактически каждый год мы встречаемся с югостинским зрителем. Он очень тонкий, очень чувствительный, очень приятно, безумно приятно общаться вот с таким зрителем. Эдуард Ванеев сыграл одного из грузинских меньшевиков, карателей. Признается, что врага осетин было трудно играть. А вот начинающий актер Георгий Валиев на сцене сыграл младшего из 13 коммунаров. Это моя первая важная работа, отмечает он. Перед каждым выходом на сцену бывает очень волнительно, но вот когда ты выходишь на сцену и уже понимаешь, вот, принимаешь всю энергию, которая исходит из зала, то ты не играешь, ты все это проживаешь, и это бывает очень приятное ощущение. Постановка «Последний свидетель» самая масштабная за всю историю Югостинского театра. Впервые на сцене было задействовано столько действующих лиц. Стелла Бязарова, Заур Устаев, Тамерлан Кусраев, Лали Кудоева. Информационный выпуск сегодня. А далее прогноз погоды на завтра, 22 января. По всей республике облачно с прояснениями. В Знаурском районе днем +2, ночью -4. В Дзауском районе днем +2, ночью -5. В городе Койсад днем нулевая температура, ночью -5. В Ленигорском районе днем +1, ночью -4. В столице республики в Цхинвале днем +2, ночью -4. У меня на этом пока все. Я благодарю вас за внимание и хороших вам выходных.